Статистика заболевших COVID-19 в Якутии, в каких районах и сколько пациентов с диагнозом коронавирус выявлено за последние сутки. Дополнительные средства индивидуальной защиты для медиков дальневосточных регионов закуплены специальные комплекты. Онлайн-богослужение на Пасху, где и когда смотреть прямую трансляцию праздничной службы. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Анализ на коронавирус показал положительный результат у 30 жителей республики. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев. Так, положительный анализ подтвердился у 26 жителей Алдана. Все они контактировали с ранее зараженным пациентом, который нарушил режим самоизоляции. 4 новых случая выявили в Якутске. Отмечается, что все они были локализованы в аэропорту. Роспотребнадзор региона выявляет круг контактных лиц заболевших. Таким образом, по состоянию на 18 апреля в республике количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 77 человек. 16 из них полностью излечились. Эпидемиологическая обстановка у нас без улучшений, достаточно серьезная, напряженная. Хочу сказать, что мы сегодня убеждаемся в том, что абсолютно правильно поступили, когда ввели карантин на территории города Алдана, потому что тот очаг заражения, который был на рынке, и который мы тогда локализовали благодаря введению режима карантина и помещению большого количества людей, свыше сотни, в обсерваторы, сейчас показывает, что это было абсолютно верно, потому что каждый день выявляются новые случаи. И вот за сегодняшние сутки, за прошедшие сутки у нас 26 положительных случаев только по Алдану. Именно среди тех, кто сегодня уже был помещен в обсерватор. Это в подавляющем большинстве, практически 100%, работники рынка и члены их семей. Введение карантина на чей день не повлияло на процесс добычи газа. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома». Глава Якутии Айсан Николаев в ходе прямого эфира в социальных сетях отметил, что всех вахтовых работников месторождения проверят на наличие коронавируса. В ближайшие сутки уже будем принимать ряд решений, уже технических, по развертыванию там на месте медицинских уже групп для локализации и лечения, прохождения лечения там уже людьми, которые находятся сегодня на Чаянинском месторождении. Ну и главное, мы добились того, чтобы «Газпром» уже в ближайшие дни направил туда медицинскую бригаду для поголовного тестирования всех работающих на Чаянинском месторождении, не только вот той структуры, где сегодня выявлен коронавирус, но и всех других подрядных, субподрядных организаций «Газпрома», а это всего свыше 9 тысяч человек. Вот мы уверены, что эта работа будет проведена уже в течение ближайших дней, и после подведения итогов уже реально начнутся шаги по лечению больных, по вывозу здоровых, по дезинфекции помещений, то есть вся та работа, которая уже у нас предписана четко правилами действия в таких ситуациях. Временные правила для оформления листков нетрудоспособности работающим гражданам 65 лет и старше изменены. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Новые правила не распространяются на тех, кто продолжает работать дистанционно или находится в оплачиваемом отпуске. Оформление больничного происходит через работодателя. Он с использованием своего личного кабинета должен направить в региональное отделение Фонда социального страхования перечень лиц 65 лет и старше, которые состоят с ним в трудовых отношениях и соблюдают режим самоизоляции. На получение больничного имеют право работающие пенсионеры, родившиеся 20 апреля 1955 года и старше. 16 апреля внесены изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий в случае карантина застрахованным гражданам в возрасте 65 лет и старше. С 20 апреля листки нетрудоспособности оформляются сроком на 11 календарных дней. В связи с этим работодателям необходимо подать информацию со сведениями о работниках в региональное отделение.
Дальний Восток получит дополнительные комплекты индивидуальной защиты для медиков. Передаст их по поручению заместителя председателя правительства, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в ближайшее время в Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Для дальневосточных регионов закуплены специальные комплекты, включающие стерильный защитный костюм, очки, респиратор, медицинские перчатки и бахилы. Всего приобретено 100 тысяч таких комплектов, уточнил он. На помощь дальневосточным регионам планируется привлечь более 1 миллиарда рублей из внебюджетных источников. К сожалению, инфекция и в России, и на Дальнем Востоке распространяется с нарастающей динамикой. Главной задачей является сегодня обеспечение средствами защиты, прежде всего врачей, далее средствами лечения, на оснащение койко-мест. Но в любом случае эту работу надо проводить губернатором. Авиакомпанию «Якутия» включат в список системообразующих предприятий страны, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира в социальных сетях. По словам главы региона, отрасль авиаперевозок является одной из наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Решением президента страны выделяется 23 миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли. Мы надеемся, что сегодняшнее решение о включении авиакомпании «Якутия» в число системообразующих компаний России поможет претендовать на эту поддержку, заключил Айсен Николаев. Граждане, потерявшие работу с 1 апреля и обратившиеся в службу занятости, получат пособие в максимальном размере. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, его сумма в республике увеличится на размер районного коэффициента. Постановление о выплатах в апреле и июне 2020 года подписал в пятницу председатель правительства страны Михаил Мишустин. На территории Центральной и Вилюйской группы районов максимальный размер выплат составит от 17 до 20 тысяч рублей. В северных районах республики максимальный размер пособия составит 24 тысячи. Министерство просвещения страны объявило о переносе всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года. Об этом объявил министр просвещения страны Сергей Кравцов. Подробности далее. ВПР в апреле и мае должны были писать все школьники страны с 4 по 11 классы. Но после консультации с учителями, руководителями образовательных учреждений и родительскими комитетами было принято решение о переносе. Принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. Родители якутских школьников такой перенос, мягко говоря, в восторг не привел. Они считают, что после летних каникул детям сложно будет восстановить знания по пройденному материалу. Между тем, по заявлению Кравцова, результаты этих работ в сентябре не будут аттестацией для самих школьников. И за них не станут выставляться оценки. Они нужны будут для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этих диагностик получат соответствующие рекомендации школы, учителя, и будет выстроена необходимая методическая работа. К этой работе мы привлечем педагогические вузы, институты повышения квалификации, методические службы. Уже началась работа по подготовке таких программ, и эта программа будет координироваться Министерством просвещения. Корректировки могут быть внесены и в проведение основного госэкзамена для девятиклассников. В этом году ОГЭ будут сдавать 13 тысяч якутских школьников в период с 8 июня по 31 июля. С учетом эпидситуации регионы могут поменять дату их проведения. Экзамены будут проходить только по 2 основным предметам – математике и русскому языку. Предметов по выбору в этом году не будет. Между тем, Минпросвещение оповестил регионы и об изменениях касательно заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году проводиться не будет. Все участники заключительного этапа считаются призерами.
Что касается единого государственного экзамена, об его отмене пока нет информации. ЕГЭ для всех учащихся страны начнется с 8 июня. Здесь также в случае необходимости сроки могут быть передвинуты на более поздний период. Окончательное решение Минпросвещения примет после майских праздников. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск. С началом воскресенья православные христиане отмечают священную Пасху. В этом году главный праздник православных приходится на 19 апреля. Епархия просит всех верующих якутян соблюдать режим самоизоляции и присоединиться к празднованию в режиме онлайн. Ульяна Шагина продолжит. В пасхальную ночь на территории Преображенского собора яблоку негде было бы упасть. Но всемирная пандемия вносит свои коррективы и в празднование главного праздника православных христиан. В этом году он впервые пройдет в онлайн-режиме. Архиепископ Якутский Ленский Роман призвал всех верующих оставаться дома. В силу определенной опасности от эпидемии коронавируса все мы призываемся к самоизоляции. Абсолютно все. Мы призываем всех молиться дома. И в этой молитве пасхальной мы поможем духовно настроиться через трансляцию богослужений в Преображенском соборе. Пасхальные богослужения начнутся в 23:00 по местному времени на телеканалах НВК Саха и Якутия-24, а также на инстаграм-аккаунте епархии Churches of Якутия. Верующие, сидя дома, смогут увидеть не только крестный ход, но и божественную литургию. Приглашение людей к богослужению, к общей молитве, как онлайн-трансляция, она достаточно широко распространена. Ну вот мы стали с этим, как так сказать, вышли на такой регулярный, я бы сказала, уровень. Только вот, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Осваиваем новые технологии. Пасхальную ночь двери собора будут открыты. Тем не менее, священнослужители надеются, что люди не будут нарушать карантинный режим. Кроме этого, для недопущения массового скопления людей вплоть до 20 апреля на улицах Ярославского, Чернышевского и Кирова выставлены посты ДПС. Территория собора непривычно пуста. Нет здесь и традиционной продажи куличей. Но даже не приходя в церковь, праздничную снеть можно осветить и в домашних условиях. Можно сделать так. У каждого христианина обычно есть дома запас святой воды. Может быть, даже небольшой запас. Читается тропарь Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертью смертью поправ, и сущему в гробах живот даровав 3 раза. И дальше святой водой кропится, брызгается вот та пища, которая стоит на столе. Следом за Пасхой христиане отметят и традиционный родительский день. В этом году он выпадает на 28 апреля. В этот день обычно православные отправляются на могилы своих близких и поминают их также в храмах. В этом году придется воздержаться и от этой традиции. Имена усопших можно направить епархии по интернету. И за каждого из них в храмах обязательно проведут молитвы. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. На этом все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.